Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к народу республики в канун второго тура выборов главы государства. Дорогие соотечественники, Абхазия шла к независимости и свободе долгим и тернистым путем. Сложен и нынешний процесс становления современного абхазского государства. Он сопряжен не только с пока еще сохраняющейся международной изоляцией страны и другими внешнеполитическими факторами, но и внутренними социально-политическими противоречиями. Поводов для тревог и переживаний немало. Наряду со значительными подвижками и позитивом есть, конечно, и определенный негатив, вызванный как субъективными, так и объективными причинами. Однако, на наш взгляд, нет оснований драматизировать ситуацию, доводить степень остроты проблем до безысходности и коллапса. К сожалению, такие оценки мотивированы политизированностью, целенаправленным выхолащиванием действительности. Вместе с тем, абхазское общество, несмотря на сопутствующие проблемы развития и роста, уверенно демонстрирует свою жизнеспособность. Различные слои населения, политические силы, несмотря на определенные расхождения во взглядах по тем или иным вопросам, объединены беспокойством за судьбу государства, за сохранение базовых духовных и идеологических ценностей. Благодаря поддержке дружественной России наметились позитивные изменения в укреплении безопасности Абхазии, ее обороноспособности, в социально-экономической сфере, во внешней политике. Сделаны первые шаги в плане реализации судебной и конституционной реформ. На нынешнем этапе наше государство проходит еще одно серьезное испытание на прочность и устойчивость. Президентские выборы выявили широкий спектр мнений и взглядов на существующие проблемы, сильные и слабые звенья демократизации нашего общества, парламентаризма, изъяны управленческой системы, пока еще не свободной от старых схем и стереотипов. Между тем, достаточно очевидно, что выборы становятся зеркалом общественного и политического самосознания народа Абхазии, индикатором взаимоотношения власти и оппозиции. Также зримы и явственны симптомы государственного и корпоративно-группового мышления. Оценивая проистекающие при нашем непосредственном участии процессы, мы должны научиться отделять зерна от плевел, ценить и беречь полезное, положительное, преодолевая негативное и разрушительное. Все мы несем личную и коллективную ответственность за все, что есть сегодня и может произойти завтра. Поэтому каждый из нас призван, побеждая личный интерес и пристрастие, дорожить теми завоеваниями, той выстраданной свободой, во имя которой сложили головы сотни сынов и дочерей Апсны. Серьезным препятствием в строительстве нашего государства могут стать внутренние трения и конфликты, могущие поставить под сомнение суть и смысл национальной идеи, сохранение народа, его идентичности, исторической самобытности, государственного суверенитета, конституционных устоев в Республике Абхазия. Мы не вправе забывать, что любое противостояние в нашем обществе может быть использовано против нас агрессивными и коварными силами, потворствующими реваншистским устремлениям Грузии, которая вновь инспирирует конфликт в Южной Осетии. Выборы главы государства – это, безусловно, важный этап нашего развития, но они являются лишь частью процесса формирования политической системы, строительства государства, его правовой культуры, политического самоутверждения. Поэтому, на наш взгляд, не следует относиться к данной акции гипертрофированно, оценивая чей-то выигрыш или проигрыш как явление, могущее кардинально изменить ход дальнейших событий, как нечто фатальное. Кто может сомневаться в том, что курс на независимость, определенный надолго и вовеки народом Абхазии, основателем современного абхазского государства Владиславом Григорьевичем Ардзинба, остается незыблемым при любых обстоятельствах. Мы можем преодолеть любые сложности во взаимоотношениях, любые проблемы и препятствия только вместе, только в тесном взаимодействии, только сообща. И поэтому обращаемся ко всем,
кому не безразлична судьба нашей страны, наших общих достижений, нашего единства, будьте бдительны, проявите мудрость, сдержанность, хладнокровие, чтобы сохранить пока еще хрупкий мир и стабильность в Абхазии, перед которой открывается новый шанс стать красивой, благополучной и процветающей страной, признанной международным сообществом. Пусть после 8 сентября вновь восторжествуют в Абхазии мир, созидание, традиционное взаимоуважение и чувство семьи единой. Пусть разум возобладает над политическими амбициями и пристрастиями. Да хранит Всевышний, миролюбивый и героический народ Республики Абхазия. В Сухуми прошла встреча экс-кандидата в президенты Республики Абхазия Олега Аршба и членов его команды Олега Барцыц, Леонида Лакерба и Александра Анкваб. Политики на встрече обозначили свою позицию на предстоящем втором туре выборов президента Абхазии. На встречу СМИ приглашены не были. Итоги встречи и главные выводы нашим журналистам рассказал глава предвыборного штаба Олега Аршба на момент участия в выборах президента Леонид Лакербая. Это было подведение итогов тех выборов, в которых мы принимали участие. Потому что время прошло, на кону второй тур, а мы даже не смогли поблагодарить наших людей, огромное количество, которые работали. И стоял и второй вопрос, ленинская терминология о текущем моменте. Тут, значит, ситуация такова, что ясно, кто вышел во второй тур и какова наша позиция должна быть, тем более, что действующий президент буквально на второй день обратился по телефону к Александру Анкваб с предложением, значит, премьер-министром идти там со всеми вытекающими полномочиями из закона о премьер-министре и так далее. Основная масса, конечно, была настроена на, как мы и говорили, на союз с Амцахарой. Об этом шла речь, но время идет, союз никак не сформировался. Начались определенные недопонимания в штабах на местах. Мы попросили их у себя оценить ситуацию, каким они видят выход из ситуации. Тянуть уже дальше было просто невозможно, потому что сегодня 4 число, нас атаковали, чтобы вчера мы провели. Вот мы сегодня провели. Я, честно говоря, не думал, что придет такое количество людей. Я могу спрогнозировать, что порядка 1500 человек было. Я этот зал знаю, помню в разные времена. Такого количества людей я здесь не видел. Это были не только активно штабисты, наблюдатели, это были единомышленники, еще которых интересовал вопрос, как нам действовать дальше. Вот мы постарались ответить на этот вопрос, объяснили сегодняшние реалии. И в конце концов мы пришли к тому, мы выслушали мнение людей. Мнение сложилось, если эмоционально судить по залу, надо голосовать против всех. Значит, эту позицию не одобрил Александр Анкваб, это в своем выступлении. Он считает, что надо думать о том, каким последствиям приведет такое решение. Было очень много вопросов, почему не возникает союз с Амцахарой. Мы четко объяснили людям то, что поняли последние дни. К сожалению, не Амцахара решает вопрос формирования коалиции. Формирует его ОНД. К сожалению большому, Амцахара так и не дала нам ответ, обещанный позавчера, когда была приличная делегация этой организации, они выслушали нас. Мне даже показалось, что мы нашли взаимопонимание. Было сказано, дайте нам время, мы вернемся с ответом. Это было позавчера, ответа до сих пор нет. И поэтому я объявил избирателям нашим, которые явились сюда, что мы все-таки ждем ответа. Мужчины должны отвечать за свои слова. В данном случае нам был обещан ответ. И уже исходя из того, какой ответ будет, мы тогда вернемся к тому, как нам действовать на выборах 8 числа. Времени, правда, остается очень мало. Но, учитывая сегодняшние средства коммуникации, это не препятствие. Самое главное, мы ждем ответ от Амцахары. Именно от Амцахары, потому что ответ ОНД мы знаем. Ответ отрицательный. Это известно всем.
4-валентную вакцину от гриппа, которая одновременно борется с 4 штаммами вируса, уже протестировали в Абхазии. Об этом сообщает «Спутник Абхазии» со ссылкой на главного санитарного врача республики Людмилу Скорик. Вакцину нового поколения протестировали в Абхазии в 2018 году. Минздрав республики закупил 100 доз 4-валентной вакцины от гриппа. Она была апробирована на сотрудниках санэпидемстанции. С 2010 года Всемирная организация здравоохранения рекомендует всему мировому медицинскому сообществу перейти на 4-валентную вакцину. По словам Скорик, вакцина высокого уровня, сделана по современным технологиям, не содержит консервантов. Она рекомендована детям, беременным, пожилым людям, часто болеющими острыми респираторными и соматическими заболеваниями. Препарат гипоаллергенный. Противопоказан только тем, у кого острые лихорадочные состояния и аллергия на куриный белок. Пока в Абхазии полностью заменить 3-компонентную вакцину на 4-компонентную не могут. В 2019 году Минздрав Абхазии планирует закупить оба препарата. Вакцины от гриппа в Абхазию поступают из Российской Федерации. Подробно смотрите в наших ближайших выпусках. В последнее время на территории республики наблюдается нашествие гусениц американской белой бабочки. Вред растениям наносит не сама бабочка, а именно ее гусеница. Насекомое уничтожает плодовые деревья, поедает листву растений. По словам специалистов, нашествие вредителя связано с жаркой летней погодой. Министерство по сельскому хозяйству республики при поддержке Минсельхоза Российской Федерации и международных организаций принимает всевозможные меры для борьбы с различными сельхозвредителями. Выделяют и распределяют ядохимикаты по районам страны. О средствах борьбы с вредителями нам рассказал начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия Эдуард Барганджия. На сегодняшний день проводятся мероприятия по борьбе с этими вредителями. Проведено опрыскивание помощью имеющейся в каждом районе сельхозтехники, агрегаты, опрыскиватели. И были проведены мероприятия по опрыскиванию улиц, поселочных дорог. Мы раздали лекарства всем районам, имеются в районе, соответственно, раздали администрациям сел, и они имеются еще у нас, если где надо, значит, мы имеем резервы. Вот вчера только отпустили еще дополнительно 100 литров Гагрскому району, 100 литров Кулебскому району. Городу Гагра выделены тоже, значит, необходимые препараты для борьбы с этим вредителем. С 7 по 11 сентября будет проходить первый Ялтинский международный фестиваль-конкурс песни, танца и инструментального искусства юных талантов «Звездный путь». Впервые на одной площадке вместе со звездами кино и телевидения соберутся одаренные дети из разных стран и регионов России. При поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия в фестивале примут участие представители эстрадного отделения Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба. Молодые певцы будут представлять Республику Абхазия на фестивале в различных категориях. Абхазский футболист Шабат Логуа дебютировал за футбольный клуб «Тюмень» в матче «Олимп» Кубка России по футболу на стадии 1/32 финала. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба. Логуа вышел в стартовом составе в матче с красноярским «Енисеем» на месте левого защитника и отыграл 85 минут. В конце матча футбольного клуба «Тюмень» все-таки пропустил гол и не смог пробиться в следующий этап Кубка. Наконец-то дебютировал Шабат Логуа. Лучший футболист Абхазии прошлого года появился на месте левого защитника и запомнился скоростными прорывами по своему флангу, отмечается на официальном сайте клуба. По итогам 2018 года Логуа признан лучшим футболистом страны. Согласно жеребьевке Центра избиркома Абхазии, бесплатное эфирное время на нашем телеканале сегодня предоставляется кандидату в президенты Раулю Хаджимба. В 21 час смотрите интервью кандидата, а также документальный фильм. Напоминаем, что у кандидатов ровно 60 минут эфирного времени. А сейчас о погоде.
По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.